Наш патриотический сбор проходит в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Дорогие друзья, слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Үтіктағыллах бар жаным, күнді доғыттар, бастатан туран бұқа барғытын, бүйінгі бірағындығынан. Народтар қомығылығыр күндерінен ететік істейіндік әвдерімі көгілі. Уважаемые якутяне, дорогие друзья, от имени руководства республики, от себя лично, я горячо поздравляю вас с сегодняшним нашим государственным праздником, с Днем народного единства. Этот праздник символизирует могучую силу и мудрость народа, который ярче и глубже всего проявляется в самых решающих поворотных моментах. Так было и в далеком 1612 году, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского изгнало польских интервентов из Московского Кремля, а в дальнейшем изгнало польских интервентов в целом с русских земель. Эта победа особо ценна тем, что это знаменовало собой окончание смутного времени и начало новой государственности нашего российского государства. Знает весь мир, что когда единый многонациональный российский народ поднимается на решение той или иной задачи, то нет никакой силы, которая способна его остановить. Сегодня мы видим, что у нас в стране перед лицом глобальной угрозы, масштабного противостояния мы вновь поднялись как великая народная сила. Сегодня мы действительно вместе. Мы видим, как проваливается замысел наших врагов, коллективного Запада, которые хотели нас запугать, хотели нас задушить экономическими санкциями. Им не удалось никоим образом отменить Россию, поставить нас на колени. Мы еще больше сплотились вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, вокруг идей государственности, и мы планомерно идем к своей миротворческой цели. Мы с самого начала всей специальной операции наравне с другими субъектами помогаем ее успешному прохождению. Многие наши сограждане с первых дней специальной военной операции, кто как контрактники, кто как добровольцы, уже отправились с оружием в руках защищать дальние рубежи нашей Родины. Сейчас тысячи якутян в рамках частичной мобилизации тоже проходит боевое слаживание. Часть из них уже находится на территории специальной военной операции. На днях к нам вернулся добровольческий отряд «Ботур», который последние 3 месяца сражался на полях сражений. Конечно же, к огромному сожалению, мы видим, что возвращаются не все, наши герои гибнут. И я просил бы вас всех почтить память погибших наших сограждан минутой молчания. Спасибо. Любовь к родине – это на самом деле не высокопарные слова, это не лозунги, это прежде всего действия. И всероссийская акция «Мы вместе», в поддержку которой мы сегодня здесь собрались, в нашей республике реализуется эффективно. В марте распоряжением правительства был создан оперативный штаб по оказанию гуманитарной помощи гражданам Донбасса. Сегодня штабы «Мы вместе» работают во всех районах и городских округах нашей огромной республики. Наша задача быть крепким, надежным тылом для специальной военной операции. Мы заботимся о семьях военнослужащих, чтобы на поле боя у солдата было спокойно на душе от уверенности, что его собственные тылы закрыты и его семья находится в безопасности. Мы предусмотрели ряд льгот, материальную помощь сейчас оказываем для семей за счет бюджета республики. Но для людей на самом деле крайне важна простая человеческая забота, помощь по хозяйству, помощь с детьми. И сегодня я хотел поблагодарить более 500 волонтеров, которые уже в разных уголках республики оказывают необходимую помощь семьям наших военнослужащих. С начала всероссийской акции «Мы вместе» наша республика собрала и направила порядка 70 с лишним тонн гуманитарного груза с продуктами питания, товарами первой необходимости, предметами личной гигиены. На оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народной Республики собраны 1 000 000 рублей.
Многие коллективы организуют благотворительные акции, денежный сбор от которых тоже направляется в фонд помощи. Работники предприятий собирают однодневную зарплату. На самом деле важен и ценен вклад каждого человека. Ведь каждый, кто помогает специальной военной операции, он вносит в общее дело нашей победы частицу своей души и приближает эту победу. Вы все, кто сегодня участвуете в патриотической акции, являетесь центрами влияния, являетесь лидерами мнений для своих организаций, сообществ, национальных общин. У вас у всех активная гражданская позиция. И вы можете своим убедительным словом вовлечь больше людей в гуманитарное волонтерское движение, в помощь специальной военной операции и семьям военнослужащих. Я очень рад, что здесь сегодня у нас много молодежи, много детей. На самом деле, ребята, сегодня вопросы патриотизма, воспитания гражданственности, они стоят совсем по-другому. Ведь те, кто воюет против нас, они не ставят там перед собой задачу каким-то образом защитить Украину, как они громко декларируют. Их задача очень простая. Их задача уничтожить нашу страну, развалить ее на множество мелких частей, поработить ее, превратить ее в свою, на самом деле, колонию. И от того, какими вы вырастете, какими мы вместе с вами сможем идеи нашей государственности, идеи патриотизма, гражданственности, в эту идею привлечь как можно больше молодежи, воспитать вас, от этого на самом деле зависит будущее нашей страны. И я очень верю, что наши дети, наша молодежь, вы вырастете такими же патриотами, какими были наши деды и прадеды, благодаря которым наша страна, весь мир многие-многие десятилетия жил без войн. И лишь вот последние годы мы видим опять, что фашистские недобитки и на Украине, и в других частях нашей планеты поднимают свои головы. И у нашего народа такая миссия. Мы всегда за справедливость, всегда за свободу, мы всегда против фашизма. И именно поэтому сегодня мы проводим эту специальную военную операцию на территории Украины, защищая наши территории и Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую области и в целом защищая человечество от этой чумы. Мы живем сегодня, друзья, во время больших перемен. Очень важно каждому понимать уникальный путь России и поддерживать ее в этом пути, быть вместе со своей страной и в радости, и в трудные времена. Мы славимся вековыми традициями патриотизма, героической историей сплочения многонационального народа России перед лицом испытаний. Когда мы вместе, мы непобедимы. И в этом заключается могущество нашей великой страны. Мы единый российский народ, и мы стоим за чистые, честные ценности. И, конечно же, победа будет за нами. Спасибо. С праздником! Уважаемый Айсен Сергеевич, дорогие жители Республики Саха, сегодня я с особым чувством обращаюсь к вам, называя согражданами. Наконец-то жители Донбасса с полным правом могут вас так называть. Впервые Донецкая Народная Республика празднует День народного единства в составе Российской Федерации как ее полноправный субъект. Для нас этот праздник всегда был особым, остается таким и сейчас. В этот день более 4 столетий назад народ Руси объединился против оккупантов. В наши дни народ снова сплотился ради защиты родной земли, не отдал ее на откуп западным захватчикам. Мы вновь показали всему миру, что наша сила в единстве. Сегодня вся Россия встала на защиту Донбасса. Плечом к плечу с жителями региона сражаются добровольцы из Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда. И также вся Россия поддерживает гуманитарно Донбасс как наиболее пострадавший от боевых действий. В Донецкой Народной Республике мы все чувствуем поддержку и заботу россиян различных регионов.
действует огромное количество жизненно важных проектов в рамках гуманитарной миссии «Мы вместе». Для нас очень важна эта помощь, важно чувство плеча, важно знать, что мы не одни. От всего сердца благодарю вас за поддержку. В День народного единства еще раз хочу напомнить, что в нашем народе сокрыта великая деятельная сила, и победа наша неизбежна. Потому что мы едины и неделимы. С праздником! Добрый день, жители и гости Якутии. Вот, наверное, первый год, когда вот этот праздник мы отмечаем уже в большей семье народов России, к нам присоединились 4 территории. И вот для меня этот праздник в этом году имеет особое значение. Много лет назад в Якутске на День народного единства я выступал на митинге и говорил о значении этого праздника для меня. Мне очень тяжело, потому что всего 8 километров не хватило нашим ребятам дойти до моего родного города в Николаевской области. И когда сегодня я слышал главу Донецкой республики, 2 района Николаевской области вошли в состав России. И вот, наверное, мне хочется сказать очень простую вещь. Вот если мы все объединимся и скажем, что вот все те земли, которые входили раньше в состав великого нашего государства, и многие так думают уже сегодня, станут едиными, и мы пойдем дальше развивать нашу большую дружную страну, наверное, тогда Россия станет тем лидером мира, который станет, знаете, как для многих, надеждой, что можно жить в этом мире по-другому, по чисти совести. И как в Конституции Российской Федерации говорится, где в преамбуле «Мы многонациональный народ Российской Федерации», говорит, кто мы? Это те, кто чтит память предков, которые передали нам любовь к Отечеству, веру в добро и справедливость. С праздником, дорогие друзья! Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор, великой жизни в ветрах стихий не съезжай. На самый лучший из всех планет, народ могучий и президент, моя отчизна, моя Россия, моя душа. Самая светлая, самая сильная, жизнеобильная мать-владычица, Ваше Величество, Россия! Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые участники акции, мы, юная армия нашей великой страны, храним и чтим традиции наших отцов и дедов. Единение, сплоченность и взаимопомощь как никогда важны сегодня. Мы будем верны заветам старшего поколения, жить в мире и согласии. Пусть и в дальнейшем у каждого из нас будет возможность достойно и честно служить нашей Родине, нашей России. Мы вместе! Создал дружбой людей, кто верил в прекрасную жизнь. Здоровьем полон наш дом, и пусть это будет вовек. Все вместе на земле, все поколения времен. Вокруг тебя счастье всегда, посмотри. Уважаемый Айсен Сергеевич, дорогие друзья, от имени Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия поздравляю вас с нашим общим праздником Днем народного единства. Этот праздник как символ сплочения наших предков. Пусть звучит завет наших героев. Потомки,
Сберегите Россию. В нашей стране проживают представители разных национальностей. Но мы единый народ. Мы россияне. Желаю, чтобы сила нашего народа вызывала гордость за нас, за державу. Чтобы наша страна была крепка, едина и несокрушима. За Россию! Я поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я дам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою мы в строю, мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. В единстве народов сила России! Ура!